как получилось так, что мы вообще пришли к тому, что у нас сейчас есть. Воспитывая старшего сына, я видела, как его ломают, когда он ходит в школу. Да? Он не может с утра встать. Это была просто катастрофа на протяжении всех 9 лет, пока он учился в школе. И я все время думала, что словом «надо» я смогу его заставить. И я ведь его заставляла, но он шел через «не хочу», через силу. Он проучился 9 лет, да, бесспорно. Он закончил школу. Но у меня пошел второй ребенок в школу, и я увидела эту же проблему. И тут я уже начала задумываться, что во мне что-то не то, что делать-то? Потому что я видела эти страдания 9 лет одного ребенка, и такие же страдания второму ребенку я уже не могла просто допустить, потому что, я думаю, ну не для страданий же я детей родила, да, в своей жизни вообще, у меня дети появились. И я пришла к тому, что я хочу создать условия такие, где мой ребенок будет с удовольствием ходить в школу и находить себя. Когда мы дома что-то делаем, я не замечаю, что он там помогает в чем-то. Это само собой разумеющееся для меня. А когда мы приходим, и все учителя мне говорят: твой сын, ну, помощник, ну, всем все поможет, такой хозяйственный. Я: да. То есть я сама не вижу успехи своего ребенка, зацикливая его на том, что у него не получается, да. И теперь я это все переосмыслила, поняла, и почему мы развиваем все вот эти направления тьюторства, помощника, потому что действительно мы-то думаем так, как нам хотелось бы, а дети наши совершенно по-другому думают. И здесь вопрос, он теряется, он не может найти ответ, потому что он знает мой опыт, но при этом у него должен быть какой-то свой опыт. И он теряется, и он не знает, что он хочет. И все вот это вместе взятое приводит к тому, что он в стрессе, не хочет никуда ходить, не хочет ничего делать, кроме развлечений. Тьютор как раз-таки поможет достать из него все, что у него внутри. Он сможет рассказать, что он хочет, что он видит, что он знает. Я вижу, чем он интересуется. Да? Я сейчас тоже переключила внимание на то, что получается. То есть даже если в учебе что-то не получается, я даже не смотрю на это. Я смотрю на успехи. Допустим, у него была дислексия, очень сложно с русским языком. Я никогда не сказала, что ты там что-то не то делаешь, или там ты какой-то недоразвитый, да, то есть у меня даже мысли такой нет. Ребенок у меня в 4 классе, он только начинает хорошо писать, он только начинает слышать все звуки, и я радуюсь этому. И хочется, чтобы каждый родитель это понял, потому что кто-то хочет, чтобы в 1 классе уже ребенок все умел и знал. Но не бывает так, у каждого свой этап развития, да, своя скорость, свое время придет. Тем более у мальчишек, как мы знаем, это намного позже бывает, до 10-12 лет, да, формируются все подкорки.